Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Учебный год близится к завершению. Выпускники сдают экзамены. В Инте появится детская театральная студия «Ловья Мойт». Библиотекари реализуют народный бюджет. Одно из старейших учреждений культуры отметило юбилейную дату. Интинскому краеведческому музею исполнилось 55 лет. Глава Республики Коми предложил увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и увеличить отпуск по беременности и родам для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера России. С демографическими инициативами Владимир Уйба выступил на расширенном заседании секретариата Всемирного Русского Народного Собора. Сейчас, выходя в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, женщины получают 40% от своего среднего заработка, независимо от того, какого по счету ребенка они родили. Глава Коми предложил изменить данный подход и увеличить выплату для женщин, родивших второго ребенка, до 60%, родивших третьего ребенка до 80%, а при рождении четвертого и последующих детей выплачивать среднюю зарплату на все 100%. По словам Владимира Уйба, внесение данных изменений позволит женщинам рожать детей, не теряя значительную сумму заработка. Также это станет одним из привлекательных условий для проживания семей с детьми в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Еще одно предложение главы Коми касается увеличения отпуска по беременности и родам для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера России. Сейчас этот отпуск длится 140 календарных дней, а при многоплодной беременности 194 дня. Владимир Уйба предложил предоставить право женщине выйти в декрет с 5-го месяца беременности, то есть за 120 дней до родов. Такая мера обусловлена особыми суровыми климатическими условиями Севера и продолжительностью светового дня, что влияет на здоровье будущих мам. Бурит Дунаёртис, добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня я работаю в Москве и сегодня выступал на расширенном заседании секретариата Всемирного Русского Народного Собора, докладывал о мерах, которые предпринимаются в республике по повышению рождаемости, по профилактике абортов. Об этом я уже несколько раз рассказывал, поэтому останавливаться на этом не буду. А вот о том, какие у нас уже результаты, да, безусловно, сегодня еще сложно говорить, потому что обычно все-таки нужно смотреть по результатам по окончании года, но тем не менее, все-таки у нас за 3 месяца 2024 года по сравнению с прошлым таким же периодом встали на учет по беременности больше женщин, 38 женщин стало больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что все-таки меры, которые мы вот только-только начали, уже дают положительные результаты. Ну и за 4 месяца также снизилось количество абортов на 1000 женщин. Это тоже очень хорошо, потому что это тоже показатель того, что все-таки больше принимает женщин решение на рождение ребенка, на сохранение, и это крайне важно. Ну и еще у нас за январь-апрель родилось на 15 детей больше, чем в прошлом году. Причем это именно у молодых женщин до 24 лет. И это тоже очень вселяет большую уверенность в том, что мы на правильном пути. Я сегодня еще хотел сказать, что мы на сегодняшнем заседании в РНС я внес 2 очень важных, на наш взгляд, предложения от Республики Коми. Первое предложение касается внесения изменений в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, и об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Мы предлагаем увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас женщина получает 40% от своего среднего заработка, независимо от того, какого по счету ребенка женщина рожает. А мы предлагаем выплачивать женщине 60% от среднего заработка при рождении второго ребенка и 80% при рождении третьего ребенка. А при рождении 4-го или последующих детей выплачивать все 100%, то есть полностью сохранять среднюю заработную плату,
пока женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Это очень серьезное предложение, которое вот я сегодня озвучил и внесли на федеральном уровне. Второе предложение касается увеличения отпуска по беременности и родам для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера России. Сейчас этот отпуск длится 140 календарных дней, а при многоплодной беременности 194 дня. Наше предложение – предоставить право женщине выйти в декрет с 5-го месяца беременности. Сейчас женщины выходят по беременности и родам за 70 дней до рождения ребенка, а мы предлагаем предоставить этот отпуск за 120 дней до родов. Такая мера, безусловно, определена особыми условиями климатическими у нас на севере и продолжительностью светового дня. Все это точно совершенно в хорошую сторону повлияет на здоровье будущих мам и деток. Ну и завершая свое видеообращение, подчеркну, что правительство Республики Коми на постоянной основе работает над совершенствованием республиканского законодательства и разрабатывает меры, способствующие повышению рождаемости в регионе. Это для нас приоритет. Ну и вот как я сегодня озвучил, мы еще и дополнительно разрабатываем и предлагаем новые меры поддержки для наших мам, для деток на федеральном уровне. В этом смысле мы открыты для обмена опытом с другими регионами, где есть такие передовые практики, и работу эту будем, безусловно, продолжать. У выпускников началась экзаменационная пора. 28 мая все 11-классники, а их в этом году более 100 человек, будут сдавать самый массовый ЕГЭ по русскому языку. На выполнение задания отводится 210 минут, это 3 часа 30 минут. Сегодня, 23 мая, выпускники проверили свои знания по географии, литературе и химии. В этом году для интинских 11-классников открыты 4 пункта проведения экзаменов. Все аудитории подготовлены. Руководители пунктов и члены комиссии прошли обучающие семинары и получили сертификаты. Сформирован корпус общественных наблюдателей. Традиционно один из пунктов проведения экзаменов развернулся на базе гимназии номер 2. Первыми пошли сдавать ЕГЭ выпускники, кому понадобится для поступления в вузы география, литература или химия. Эти предметы выбрали около 20 человек. Конечно, немного волнуюсь. Но уже, когда вот пришла сейчас в школу, меньше волнения, уже хочется побыстрее написать, чтобы подготовка скорее закончилась. Выбрала литературу, потому что это был самый оптимальный вариант, где я более-менее разбираюсь, и проще было его выучить, чем условно профильную математику. Еще мне нравится заниматься, я в школе очень часто веду мероприятия, и хочу связать свою жизнь с этим, поэтому везде в вузах нужна именно литература и русский. Поэтому я выбрала литературу, конечно, очень сложно, пришлось все читать, все анализы разбирать, но мне как-то нравилось, доставляла удовольствие подготовка. Сегодня на ППЭ первый день сдачи экзамена. У нас сдается 3 экзамена. Это литература, химия и география. Всего на ППЭ распределено 19 человек. Географию сдают 2, литературу 9 человек и химию 8 человек. Аудитории мы готовили с вечера. Вечером, то есть в аудиториях расставляется 15 парт, 15 посадочных мест, убирается весь материал, который может быть, то есть это учебники, литература, всевозможный справочный материал, всевозможные списки детей и так далее. Если что-то мы не можем убрать, то мы это завешиваем. Происходит опечатка кабинетов, то есть в кабинетах все шкафчики, которые там есть, мы опечатываем, что они не открывают, что туда посмотреть ничего нельзя. Кроме аудиторий, в которых ведутся экзамены, остальные кабинеты тоже опечатываются. То есть входа в эти кабинеты нет. Я сегодня сдаю литературу, потому что всю свою школьную жизнь я очень сильно ей интересовалась и планирую свою будущую профессию связать с литературой. Хочу поступать на журналистику. Также рассматриваю поступление на учителя литературы и русского языка. Готовилась я на курсах и в школе.
Большинство выпускников усердно готовились к экзаменам. Старшеклассники занимались с репетиторами, покупали онлайн-курсы и посещали школьные кружки дополнительного образования. Ребята решили продолжить обучение в высших учебных заведениях страны и надеются поступить на бюджетные места. Я готовилась к ЕГЭ с помощью репетитора на протяжении 2 лет. Надеюсь сдать, хотя бы на 60 плюс баллов. Планирую поступать в Санкт-Петербург, в медицинский университет, на факультет лечебного дела. В дальнейшем хочу стать косметологом. Я готовилась в онлайн-школе. Начала с января, я покупала полугодовой курс и в ускоренном таком темпе занималась. Плюс сейчас неделю перед экзаменом был марафон, это 9-часовые вебинары, там вообще прям очень так тяжело, но в это входила подготовка как за год, то есть только за неделю. И так готовилась. Конечно, немного помогал учитель в школе, и сама, конечно. Очень волнительно, страшно. Готовилась, можно сказать, что условно готовилась с класса 8, но прям плотно подготовкой занималась весь 11 класс. Хотелось бы, конечно, набрать 90+, но думаю, что, надеюсь, хотя бы на 70+. Надеюсь, что напишу так. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. В день проведения экзамена, в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена в ППЭ запрещается выполнять экзаменационную работу не самостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц, общаться с другими участниками экзамена во время проведения экзамена в аудитории, иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Иметь при себе уведомление о регистрации на экзамене. При наличии необходимо сдать его нам. Выносить из аудитории и ППЭ черновики, экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях. Фотографировать экзаменационные материалы либо черновики. Пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ. ППЭ у нас работает уже давно. Как только начались экзамены, у нас организовалась ППЭ. И с этого времени мы каждый год ППЭ проводим. Даже в ковидный год у нас работала ППЭ. Квалифицированы ли наши специалисты? Если они каждый год участвуют в экзаменах, то они сквалифицированы. Но от экзамена до экзамена проходит год. Поэтому некоторые вещи забываются. Поэтому перед началом экзаменационной поры есть тренировочные экзамены. То есть до сегодняшнего дня у нас было 3 тренировочных экзамена, где мы вспоминали, проверяли работоспособность оборудования, просматривали всевозможные внештатные ситуации, которые могут быть. Мы их проигрывали, прорабатывали, как выходить из той или из иной ситуации. Поэтому я могу единственное сказать, что наши работники нашего ППЭ готовы к проведению экзамена в любых ситуациях. Напомним, в этом году у выпускников есть право пересдать один экзамен. Но Рособорнадзор предупреждает, что результаты за первую попытку аннулируются, даже если при пересдаче экзаменуемый получил более низкий балл. Интинская центральная городская больница предлагает выпускникам, желающим стать врачами, заключить договоры о целевом обучении для поступления на бюджетные места в медицинские вузы в Санкт-Петербурге, Самаре, Сыктывкаре и Кирове по специальностям педиатрия и лечебное дело. После успешного завершения учебы гарантировано трудоустройство. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел кадров Интинской ЦГБ по адресу улица Мира, дом 10, в будни с 8 до 16 часов.
часов, перерыв с 12 до 13 часов или по телефону 607 26. Целевое обучение – обучение с последующим трудоустройством. Студенты получают образование за счет бюджета или работодателя, а после обучения отрабатывают в организации от 3 до 5 лет. Между заказчиком, абитуриентом и образовательной организацией заключается договор о целевом обучении. Преимущества целевого обучения для граждан. Гарантированное трудоустройство. Меры поддержки. Отдельный конкурс для поступающих в рамках квоты. Портал «Работа России» и госуслуги дают возможность заказчику и абитуриенту взаимодействовать полностью онлайн. Информационная кампания о целевом обучении будет проходить в 3 этапа. Первый – подготовка к запуску сервиса. Поступление на целевое обучение онлайн будет рекламироваться для абитуриентов и заказчиков. Организации получат рассылку о возможности создать предложение для абитуриентов на портале «Работа России». Второй этап – запуск сервиса и информирование о приемной кампании, которая будет проходить с 20 июня по 25 июля. Из рассылок и соцсетей абитуриенты узнают о возможности поступить на целевое обучение онлайн. Третий этап – подведение итогов. Будет опубликована статистика по поступлению на целевое обучение через госуслуги. Информация о целевом обучении будет размещена на лендинге о поступлении в ВУЗ на госуслугах. В отдельном окне будут перечислены особенности, условия и преимущества целевого обучения. В лендинге описаны все необходимые шаги для абитуриентов. Интинцу грозит наказание за спаивание ребенка. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России Интинский установили, что ранее судимый местный житель неоднократно предлагал 11-летнему школьнику составить компанию в распитии пива. 26-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Дознавателям в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 151 статьей Уголовного кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». МВД по Республике Коми предупреждает, что за вовлечение несовершеннолетних в совершение административных правонарушений и преступлений законодательством России предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы. Творческий коллектив детской библиотеки приступил к реализации проекта «Народный бюджет» и готовится к открытию театральной студии «Ловья Мойт». Сотрудники учреждения культуры успешно прошли республиканский отбор, получили финансовую поддержку и уже приобрели часть оборудования и кукольных персонажей для воплощения давней мечты в жизнь. На данный момент библиотекари получили большой набор кукол-маппетов, занавесы и металлическую разборную ширму для показа представлений. Во время летних каникул должны поступить стилизованные коми-национальные костюмы для ведущих, оргтехника и еще несколько комплектов игрушек ручной работы. Стоимость проекта составляет 575 тысяч рублей. На народный бюджет заявки мы подавали несколько раз, и вот в прошедшем году мы выиграли, прошел наш проект создания детской театральной студии «Ловья Кыв. Живая сказка». Возникла эта идея достаточно давно, несколько лет назад начали ставить силами наших сотрудников спектакли из кукол, которые, честно говоря, вот сотрудник принес с собой. Вот. Ставили сначала простые, потом более немножко сложные, но по возможности. Так как в городе достаточно мало мест, куда дети могут прийти, причем, честно сказать, и цена-то у нас символическая, давались и благотворительные спектакли, и платные. Чтобы развивать этот проект и привлекать детей не только к просмотру, но и к созданию, к участию в создании и показе спектаклей, нужны были средства, нужны были новые куклы, новая ширма, техника аудио и видеовоспроизводящая, декорации. Открытие театральной этностудии запланировано в начале следующего года. Премьера детского спектакля состоится в сентябре. Сотрудники детской библиотеки заказали несколько наборов ярких и красивых кукол у разных производителей-поставщиков. Долго решали, выбирали, что нам нужно, как нам нужно. Кукол заказывали в нескольких разных местах, несколько разных видов кукол.
перчаточные куклы, тростевые, куклы-маппеты, чтобы можно было кукол использовать в разных спектаклях. Наборы более-менее универсальные. Допустим, персонаж там девочка, мальчик, солдат, бабушка, дедушка. Их можно использовать в разных сказках, так же, как и животных. Интинские библиотеки давно стали местом общения и проведения творческого досуга родителей и детей. В этих учреждениях культуры горожане не только читают книги, но и активно участвуют в различных мероприятиях, мастер-классах, выставках, просветительских акциях, смотрят кукольные спектакли, учатся и расширяют кругозор. Привлечь детей через сказку, через показ и участие в спектаклях, чтобы они и читали больше, и изучали, потому что многие дети не знают даже русских сказок, несмотря на то, что вроде бы в школе их изучают, но они, походу, так прошли и забыли. Через эмоциональную вовлеченность это запоминается лучше. Первый кукольный спектакль будет поставлен по мотивам коми-мифов, как Йен и Омаль мир сотворили. Спектакль в игровой, юмористической, шуточной форме рассказывает вот о сотворении мира. Планируется привлекать и детей к показу, созданию спектакля. На примере, конечно, детей в качестве артистов не будет, но постепенно какие-то, начиная вот уже с ближайших дней, ближайшего времени, планируется постепенно вовлекать детей к занятиям по театральному искусству. То есть просто так прийти, вручить ребенку куклу, на тебе, показывай, мало заучить текст. Нужно какие-то основные навыки, основные умения детям получить. Ну, а потом дети будут привлекаться и в качестве артистов, в качестве кукловодов. Библиотекари уверены, что с открытием театральной студии «Ловья Мойт» дети будут меньше проводить времени за компьютерами и телевизорами. Ребята смогут погрузиться в сказочный мир эмоций и волшебства. В начале мая Интинский краеведческий музей отметил свое 55-летие. На протяжении долгих лет учреждение является главным хранителем духовного богатства и культурного наследия нашего родного северного города Инты и всего округа. Интинский краеведческий музей отпраздновал свой 55-летний юбилей. С этим знаменательным событием коллектив учреждения приехал лично поздравить глава муниципального округа, руководитель администрации Владимир Киселев. Уважаемые дорогие работники музея, хочу от всей души вас поздравить с юбилеем, с 55-летием Интинского краеведческого музея. Ирина Александровна, вас как руководителя, пожелать всем вам хорошей работы, чтобы всегда хотелось работать, чтобы были клиенты, чтобы удовлетворенные, чтобы приезжали, особенно гости, да, которые приезжают из других городов. Ну и чтобы коллектив всегда был дружный, сплоченный. Все у вас было замечательно. Спасибо. И сертификат на 150 тысяч. В честь юбилея глава округа преподнес в подарок музею сертификат номиналом 150 тысяч рублей. По словам директора учреждения, деньги есть на что потратить. В приоритете укрепление материально-технической базы и приобретение цветного принтера. Сотрудники были награждены почетными грамотами администрации за успешную работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия, добросовестную работу и исполнительность. Почетной грамотой муниципального образования муниципального округа Инта награждается Воробьева Татьяна Юрьевна за успешную работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия, добросовестное отношение к своим обязанностям, высокую исполнительскую дисциплину.
Напомним, что Интинский краеведческий музей был создан 8 мая 1969 года. В 1971 он стал филиалом Коми Республиканского историко-краеведческого музея, а в 1992 официально получил статус самостоятельного учреждения. В настоящее время музей состоит из экспозиционного и фондового комплексов, структурного подразделения Музей истории политических репрессий, расположенного в водонапорной башне, историко-этнографического музея села Петрунь и историко-мемориального комплекса поселка Абись. Интинский краеведческий музей имеет 7 экспозиционных залов, замкнутых в единое кольцо. В них представлены экспонаты, рассказывающие о природно-климатических особенностях района, времени и способах заселения его территории, культуре и основных занятиях местного населения с древних времен и до наших дней, о социально-политических преобразованиях в крае и его трагической истории, связанной с периодом репрессий. Сегодня коллектив учреждения немногочисленный, но роль каждого работника важна и значима в деятельности учреждения в целом. Каждый является высокопрофессиональным специалистом и делает многое для сохранения исторической памяти, внося значимый вклад в сбережение историко-культурного наследия Инты. В целях подготовки к пожароопасному сезону, недопущения чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий на территории Инты, специалисты городской администрации предлагают всем желающим стать добровольцами. Волонтеры будут привлекаться для тушения возможных лесных пожаров. Ежегодно администрация Инты проводит работу по формированию отрядов добровольцев. Местное население привлекается для тушения возможных лесных пожаров. Записаться в команду можно, обратившись в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности, кабинет 125. Консультирование по всем вопросам проводится по телефону 628 41. Танцевально-спортивный клуб «Виват» вернулся с межрегионального фестиваля конкурса хореографии «Апреленка», который ежегодно проходит в Ухте. Интинские бальники смогли стать лауреатами первой степени сразу в 2 номинациях и получить специальный приз жюри. Коллективом «Виват» руководят супруги Смирновы, которые уже на протяжении не одного десятка лет обучают интинцев бальным танцам и стараются ввести в массы это танцевальное направление. Наш клуб «Виват» существует 6 лет. Занимаются у нас детки от 2 лет до взрослых 70 лет. Занимаемся мы по 3 раза в неделю. У нас также есть ансамблевые коллективы, есть сольные танцы, а также есть парные. То есть мужчина, женщина или там парень и девушка, либо мальчик и девочек. Направление бальный и клубные танцы. Бальные хореографии у нас входят, это европейская программа плюс латиноамериканская. Европейская программа, это мы танцуем квикстеп, танго, вальсы и так далее. А латиноамериканская это самбо, ча-ча-ча, румба, джай. Клубные танцы входят, а также бачата, изучаем мы кизомбу, салса, мамба, свинги. Выступаем мы на городских танцевальных площадках, выезжаем на республиканские конкурсы, межрегиональные конкурсы, всероссийские конкурсы и танцевальные спортивные турниры по танцевальному спорту. Несколько раз в год за сезон. «Виват» объединяет детей и взрослых, людей, которые всей душой влюблены в танец. Чтобы заниматься в клубе, не надо ничего, кроме желания двигаться в ритме с музыкой и получать от этого истинное удовольствие. Я занимаюсь уже 3-й год. Впервые я увидела на фитнес-фестивале на Хуке Западной, как девочки танцевали. Мне очень понравилось, и я решила тоже заняться танцами и пришла сюда заниматься. Изначально я выбирала не бальные танцы, изначально я выбирала для себя просто физическую нагрузку, потому что хотелось чем-то заниматься. Но когда пришла к Татьяне Смирновой, она настолько нас одухотворила, именно увлекла танцами, что я уже просто не представляю своей жизни без них. Вообще мне нравятся бальные танцы. Мне нравится та роскошь, та красота именно телодвижений, которую показывают люди, когда занимаются бальными танцами. И парные бальные танцы, и одиночные. Я смотрю бачата, как люди исполняют. Мне очень нравится, красиво. Занимаюсь я здесь почти 4 года.
В детстве, к сожалению, танцами не занималась, поэтому всегда было желание заниматься танцем. И как только появилась у меня такая возможность, я с удовольствием сюда пришла. Поначалу было, конечно, сложновато, движения были незнакомые, но в дальнейшем все легче и легче становилось. Очень интересно танцевать, всегда хожу на тренировки с удовольствием. Также хочу сказать, что у нас очень замечательный дружный коллектив, и всегда приятно сюда приходить. Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографии «Апреленка» в Ухте не в первый раз принимает интинцев. Но именно этот год стал для коллектива «Виват» особенно удачным. Последний конкурс у нас прошел 27-28 апреля. Называется он «Межрегиональный фестиваль-конкурс хореография «Апреленка-2024». Конкурс проводится уже давно, он проводится ежегодно. Последние 3 года мы выезжаем туда. Представляет наш город клуб «Виват», ездим мы ансамблем. В этот раз мы выезжали взрослым составом, женским. Вывозили 2 номера. Бачата и микс-латино. То есть бальной хореографии номинация и эстрадный танец. Где мы завоевали 2 первых места и... Стали лауреатом 1-й степени и в одной, и в другой номинации. И также были специальные призы от жюри, такие как там за оригинальность, лучший хореограф, приз зрительских симпатий. Всего было 6 специальных призов. Также был специальный приз симпатий жюри. Ну, жюри там не то что разделилось, а наоборот умножилось свое желание и сочли нужным сделать 2 таких приза. Специальный приз жюри. Вот. И один из них достался нам. Вот. Завоевали мы. На конкурсе коллектив представил 2 разноплановые постановки в 2 номинациях – бальный и эстрадный танец. Мне очень понравился конкурс. Конечно, волнительно, но эмоций очень много. И, очень все понравилось. И организация, и много других участников. И, не знаю, не передать словами, конечно. Это все, это и приключения, и волнение, конечно, от волнения никуда не деться, всегда волнительно выходить на большую сцену. Но в процессе танца все-таки на конкурсах получаешь, наверное, больше удовольствия от самого процесса, то, что танцуешь, очень здорово. Бачата – это танец, который как будто специально создан для прекрасной половины человечества. Плавные тягучие движения подчеркивают формы женского тела и притягивают взгляды. У нас было 2 постановки. Одна была микс, то есть это из нескольких танцев. У нас первая часть была ча-ча-ча, вторая румба, третья часть была самбо. Вот. Следовательно, в связи с тем, что было несколько разных видов танца, первая часть была такая средняя по напряженности и быстроте, вторая медленная, красивая, размеренная, и третья именно зажигательная под конец, чтобы мы прям дали драйва.
Подготовка к конкурсам и выступлениям – ответственное дело, ради которого участницы коллектива пропадают на вечерних репетициях и раз за разом прогоняют номер. Физическая нагрузка достаточно хорошая, особенно когда мы делаем прогоны. То есть вот я, например, с фитнес-браслетом всегда хожу. До 400-500 калорий за тренировку вы можете сжечь без проблем. Вот. Плюс обязательная подтяжка тела. То есть в любом случае это физическая нагрузка, которая идет именно на формирование красивой осанки, красивого тела. На тренировки мы ходим 2 раза в неделю, это вторник и пятница. Более того, нам Татьяна Валерьевна дает домашнее задание, и мы каждый день дома еще тренируемся. На конкурс в Ухту выезжал чисто женский коллектив. Интинки прекрасно ощущают себя в сольных выступлениях. Оказывается, чтобы заниматься бальными танцами или бачатой, партнер не обязателен. У нас очень дружный коллектив. В общем-то, мне девочки очень много помогают и разъясняют то, чего я не поняла. И я могу всегда обратиться к ним, и они мне помогут какое-то движение доучить, разучить, как нужно. Ну и в отношении... У нас красивые костюмы. Это тоже нас вдохновляет. Вот. И, не знаю, очень гармоничные. Бальные танцы очень гармоничные. Интинцы могут регулярно видеть выступления танцевально-спортивного клуба «Виват», ведь его коллективы – постоянные участники всех массовых городских мероприятий. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.